И очередное доброе утро, и в очередной раз мы рады это сказать вам, дорогие наши зрители, которые просыпаются, начинают день вместе с «Утро Якутии», самой уютной семейной программы на телеканале «Якутия-24». На календаре у нас сегодня 16 декабря, если я ничего не путаю, а я могу что-то, конечно, путать, но вроде бы не сегодня, и день недели вторник, поэтому самый разгар трудовой недели, одной из последних в этом уходящем году, поэтому подсобрались, зарядились и вперед добивать все свои дела, которые еще не закончены. Просыпаемся вместе с нами. Это Павел Танин, Дарья Анкехова. И, конечно, мы напоминаем вам о том, что мы работаем в прямом эфире. Если вдруг вы что-то пропустили или желаете пересмотреть наш выпуск заново, вы можете всегда это сделать на нашем активном телеграм-канале, который вы видите прямо сейчас на своем экране. Вот этот QR-код сканируем, добавляемся в нашу большую, дружную, веселую компанию. Ну и, собственно, добро пожаловать, мы рады всем. Ну и, конечно, уже не терпится начать наш эфир. Конечно же, с какой новости, о чем? О чем? Конечно, о том, что за окном происходит. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 51 градус. В Заречной группе 52-43 ниже 0. В южных 46-38 градусов мороза, в Вилюйской группе 48-44, в Нижнеленских до минус 44. В западных районах 41-39 ниже 0, в Колымы-Индигирской группе Лусов 39-27 градусов мороза, в Янских до 42. На северо-западе 39-24 ниже 0. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 49 градусов. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный до 1 метра в секунду. Сегодня днем облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер также северо-западный до 1 метра в секунду, а температура воздуха ожидается до минус 47 градусов. Очередной день в морозах. Ну, а чего мы хотели от середины декабря? Вот, ну, честно признаемся, всего, что мы хотели, чтобы плюс 30 было. Не может такого быть. А вместе с тем, конечно же, у нас информация по городу Якутску, по информации Управления образования города Якутска. На территории города Якутска сегодня объявлен актированный день для учащихся с 1 по 8 классы школ. Ну, а вот какие еще новости произошли на территории нашей республики за ее пределами, узнаем прямо сейчас. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Глава Якутии Айсан Николаев 23 декабря огласит ежегодное послание к Государственному собранию УЛТМ. Он подведет основные итоги года уходящего, обозначит стратегические направления развития республики на ближайшую и долгосрочную перспективу. Послание традиционно будет транслироваться в эфире национального телевидения, радио и социальных сетях Айсана Николаева. Со следующего года российские семьи с 2 и более детьми смогут получить новую ежегодную налоговую выплату, которую уже называют 13-й родительской зарплатой. В среднем она составит около 70-100 тысяч рублей в год, но может быть и больше. Эту меру поддержки получат семьи, чей доход на человека не превышает 1,5 прожиточных минимума в регионе. Выплата представляет собой возврат 7 из 13% уплаченного НДФЛ. Подать заявление можно будет ежегодно с 1 июня по 1 октября, начиная с 2026 года. Морозы ударили по Якутску. Это значит, что всем автолюбителям нужно быть настороже. Туман и гололед приводят к увеличению риска аварий. Только за прошедшие выходные в столице зарегистрировали 15 ДТП. Столичная госавтоинспекция напоминает водителям о правилах безопасности. Важно соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не забывать включать противотуманные фары. Избегайте резких маневров, не совершайте обгонов, перестроений и резкого торможения. Впрочем, внимательными нужно быть всем участникам дорожного движения. Пешеходам рекомендуется использовать на одежде, вещах светоотражающие элементы. В тумане и в темное время суток они делают пешеходов заметными для водителей на расстоянии до 150 метров. Переходите дорогу также только по пешеходным переходам и будьте предсказуемыми для водителей. В условиях тумана безопасность зависит не только от технических навыков, но и от осторожности, выдержки и ответственности каждого участника дорожного движения. В
В Якутске прошел вечер памяти, посвященный 110-летию Захара Тимофеевича Тюнгрядова, выдающегося директора Национальной библиотеки. В годы его руководства библиотека пережила период бурного развития, став центром культурной и научной жизни региона. Захар Тимофеевич уделял особое внимание научной, издательской деятельности. Под его руководством были опубликованы труды, которые стали знаковыми для якутской литературы и библиотечной науки. Его инициативы привели к строительству нового здания библиотеки, которое ежегодно и ежедневно посещают жители столицы. Вечер памяти собрал бывших коллег, друзей, читателей, которые пришли отдать дань уважения наследию Захара Тимофеевича и вспомнить о его значительном вкладе в развитие культуры в республике. Тем временем до Нового года остаются считанные дни. 26-й пройдет под знаком Красной Лошади, символа движения, свободы и энергии. А значит, и новогодний стол в этом году должен быть легким, гармоничным и продуманным. Шеф-повар Николай Атласов советует якутянам отдать предпочтение легким блюдам из рыбы, птицы или говядины. Красные, золотые, оранжевые оттенки – один из способов притянуть удачу в новом году. Можно приготовить блюдо в данной цветовой гамме или украсить новогодний стол. Также шеф-повар рекомендует есть саламат по 50 грамм перед употреблением основного блюда. Это позволит лучше освоиться пищей в организме человека. Я вот думаю, то, что жеребятину надо есть, потому что для других народов это, допустим, жеребятина это как база продуктов. А у нас это как традиционное, если большие праздники и так далее, то есть как же без кровяной колбасы, хага, ребер. Вот. Поэтому я думаю, это что можно вот, употреблять жеребятину. Ну, а в Якутии уже несколько лет звучит особый музыкальный конкурс, который собирает под свои знамена сотни голосов со всей республики. От самых юных исполнителей до уважаемых мастеров. Это республиканский заочный конкурс «Поющие Якутия». В этом году он посвящен очень значимой дате – 80-летию Великой Победы. И у нас в гостях сегодня Майя Максимова, методист Музея музыки и фольклора народов Якутии, и Прасковья Герасимова, заслуженная артистка республики, солистка театра оперы и балета. И именно они расскажут нам подробнее об этом конкурсе. Доброе утро. Доброе утро. Вот с какого года, в принципе, конкурс уже проводится? Явно он не первый. И кто принимает в нем участие, и главная его идея? Дело в том, что этот конкурс у нас уже начался, идет с 2023 года. Да? Дело в том, что он заочный и онлайн. Это было специально сделано для того, чтобы могли им охватить всю Якутию. Дело в том, что все-таки не каждый человек может участвовать, приезжать и так далее. Поэтому очень удобен заочный онлайн формат, потому что все могут участвовать, нам отправляют видеоролики, мы уже смотрим. И главная цель этого конкурса, да, выявление талантливых людей, вокалистов, хоровиков, да. Таким образом, там могут участвовать дети, даже с детских садов участвуют, вот пожилой возраст, люди пожилого возраста тоже любят участвовать в этом конкурсе. С северов очень много у нас заявок поступает. Поэтому охват всей Якутии точно у нас идет. Ну вот мы видим некоторые кадры участников, да. Ну сразу возникает вопрос, а должно ли быть вот это видео, которое отправляют вам, да, какое-то профессиональное, да, или это можно вот просто дома на гаджет свой снять и отправить, или у вас есть определенные критерии и требования? У нас есть критерии, обязательно это визуальный ряд, как мы оцениваем конкурсантов, да. И если тема у нас определенная тема, например, военная тема, то, конечно, желательно, чтобы визуальный ряд соответствовал поставленной теме. Да, поставленной теме. А что касается самих композиций, да, которые отправляются на конкурс, то есть есть ли тоже какие-то критерии, что нужно исполнить, или вот опять же, может быть, от года к году они меняются? Да, от года в год они меняются. Если у нас сейчас юбилейная военная тема этот год, да, то в прошлый раз у нас была тема «Зима», «Семья» и даже водные ресурсы у нас. Бывает, да? Композиция соответствует тематике. Да. Ну а сколько обычно исполнителей подают заявок, потому что, интересно, насколько масштабен этот конкурс? Ну, заявок у нас обычно свыше 100 заявок.
бывает. Ну, то есть достаточно серьезный, да? Да, достаточно серьезно. Допустимо ли, может быть, как на конкурсную работу, там, авторскую песню отправить? Да, Да, конечно. конечно, да. приветствуется. Приветствуется, Да, наоборот, да, приветствуется. пожалуйста. Как конкурс влияет на культурную жизнь республики? То есть, Какое будущее у победителей? Да, пример, может быть, даже живой. Ну вот мы пример. как говорили, то, что самая основная цель — это выявление талантливых ребят, талантливых людей, да, и благодаря этому конкурсу мы нашли, например, вот Лиза Константинова, да, она отправила нам свою, она вообще раньше не пела, занималась в школе вокала, и вот, получается, отправила нам впервые, сама записалась, отправила вот свое произведение, и получила гран-при, и потом мы уже, ну вот ее, получается, у нас идет также публикация вот этих вот видеоматериалов по всем соцсетям, сайтам, много людей об них узнают, получается, да, и после этого она уже решила, что будет дальше продолжать, и она участвует уже в многих концертах, она даже выступала уже в России у нас. Мгм. И Ну, она такая не одна, еще есть несколько таких ребят. Это как самый яркий, да? Да, это пример? самый яркий пример. Ну вот возрастная категория все-таки больше заявок это дети, да? Или взрослых тоже достаточно Нет, много? взрослые участвовать может любой желающий от, не знаю, от 2 лет и там, да, хоть 100 лет, хоть... Если срез какой-то сделать, то есть кого все-таки больше, детей или взрослых людей? Больше Детей, скорее да, всего, да. больше детей, Ага. да. Мгм. Детей. Ну а по каким критериям будут оценивать, да? Вот потому что сейчас, может быть, телезрители смотрят, да, и думают, а почему бы мне не отправить свою заявочку, да? конечно, Но да. сомневаются в своих силах, да? Вот как будут оценивать их? Ну, мы оцениваем по всем критериям, конечно, это главное вокальное, техническое мастерство, а потом раскрытие тем у нас тоже оригинальность, да, раскрытие темы тоже такой пункт есть. Мгм. Ну, наверное, если мы заговорили про то, что вот кто-то сейчас посмотрел и подумал, почему бы не поучаствовать, давайте конкретнее, да, куда, как, что, там, в Дать каком заявочку. формате, да, как заявку подать, до какого числа принимаются и так далее. Но сейчас заявки вот в этом году принимаются до 21 декабря. По всем соцсетям мы, ну вот мой телефон, я как организатор, главный координатор, они могут и в Телеграме, в WhatsApp, там, ну, по всем соцсетям, получается, делать заявку. И мы все Оформите, да? смотрим, да. Отлично. Ну и самое главное, это уникальная возможность для тех, кто любит петь, Вот именно. да, но живет да, в дальних да, да. районах нашей Да. республики, да, поэтому я думаю, нас точно смотрят многие районы, и, соответственно, сейчас, может быть, такой будет бум, и к вам, у вас сегодня все социальные сети взорвутся, и заявочек поступит много, да, но количество людей не ограничено. Вообще не нет. ограничено. Так, то есть шансы есть у всех. Шансы есть у всех. Вот, ну, будем, пожелаем, наверное, того, чтобы да, много было откликнувшихся людей, потому что это не только конкурс, это же действительно возможность себя Показать. показать и впоследствии продвигаться Да, да, уже в да. вокальном направлении. Майя Прасковья, спасибо большое за то, что подошли сегодня к нам так рано, да, с утра пораньше. Мы желаем поющей Якутии, конечно же, успехов, и пускай ваш проект продолжается еще долгие-долгие годы. Спасибо. вам. Спасибо. Проект «Поющая Якутия» открывает миру уникальные голоса нашей республики. И один из таких голосов принадлежит человеку, чья история переворачивает представление о возможностях и силе духа. Героиня нашего следующего сюжета не просто участвует в конкурсе, она олицетворяет его самую глубокую идею. Незрячая оперная певица она научилась не слышать музыку, а видеть ее, чувствовать структуру мелодий кожей, различать тембры сердцем и проживать каждую партию всем своим существом. Для нее творчество и лучший врач, и главный ориентир в жизни. Как она работает с нотами, как готовится к выступлениям на сцене. Это история не только о музыке, но и о том, как внутренний свет может затмить любую тьму. Смотрим дальше. Когда слушаешь пение Лизы Константиновой, по коже невольно бегут мурашки. Сложно поверить, что этой талантливой девочке всего 15 лет, и академическим вокалом она занимается всего 1 год. У Лизы колоратурная сопрано, очень высокий голос,
ну, самый высокий голос из сопрано. Хотя Лиза не видит с рождения, это не помешало раскрыться ее природному дару. Любовь к музыке проявилась девочке еще в раннем детстве. Будучи совсем еще крохой, она, затаив дыхание, слушала оперные арии и старательно повторяла сложнейшие партии за известными певцами. Я начала слушать оперу с 4 лет на телеканале «Культура». Мне так понравилась эта опера. Такой красивый голос у оперных певцов, что это радио поют. А какая твоя самая любимая песня? Моя самая любимая песня «Соловей». Несмотря на то, что Лиза занимается вокалом всего год, педагоги уже на первом прослушивании распознали в ней уникальный дар — колоратурная сопрано. Этот редкий тип голоса позволяет ей с легкостью брать самые высокие ноты. И хоть ноты Лиза не видит глазами, зато воспринимает их на слух. Но я знала, что у нее есть абсолютный слух, и голос у нее есть. Никогда у меня не бывает сомнения по поводу того, сможет она эту песню спеть или нет. Вот она любую песню сможет петь. Когда я слушаю пение Лизы, я каждый раз удивляюсь. Потому что это так прекрасно. Потому что я каждый раз горжусь, восхищаюсь, когда слушаю ее пение. Сегодня Лиза уже состоявшаяся юная артистка, покоряющая зрителей своим талантом и собирающая награды на республиканских конкурсах. Недавно у нее состоялся первый сольный концерт, ставший важным шагом в ее творческом пути. Но главное, у Лизы есть одна большая мечта, которая вдохновляет ее на новые свершения. А какая у тебя мечта? Моя мечта — стать оперной певицей и выступить в Метрополитен-оперы и в Мариинском театре. Эту мечту Лиза несет в сердце как самую главную цель. И судя по тому, с какой скоростью развивается ее талант, нет сомнений в том, что мы обязательно услышим ее колоратурное сопрано на лучших оперных сценах мира. Илана Захарова, Аэлита Махно, Якутск. Искусство помогает человеку преодолевать любые преграды. Но есть творчество, которое начинается с нитки, иголки и идеи, и тоже способно менять жизнь. В рубрике «Формула успеха» сегодня история мастера, чьи руки создают не просто одежду, а целое настроение, а также придают уверенность и индивидуальность. Речь о швее, которая превратила свое умение в настоящее дело жизни. Как найти свой стиль в мире моды? Что вдохновляет ее на новые коллекции? Каков секрет успеха в профессии, где важны и точность, и фантазия? Узнаем об этом всем в следующем сюжете. Доброе утро. Меня зовут Александра Татонова. Я основатель швейной мастерской «Тон». Все началось с того, что мне на 25-летие подарили обычную бытовую швейную машинку. И я тогда заинтересовалась шитьем. Начала детям своим шить, потом сестренке. И как-то так пошло, что я с 2012 года, уже помимо своей основной работы, начала шить на заказ. Сначала своим знакомым, потом знакомым знакомых. Вот так вот, как сарафанное радио пошло, и пошло-поехало. В 2022 году я получила соцконтракт, и тогда уже решила, что все, надо уже полностью переходить, заниматься пошивом. У меня бабушка, которую я вообще ни разу в жизни не видела, она, к сожалению, ушла из жизни очень рано. Она была тоже портнихой, она прям по профессии была портной, да. Она жила в Нюрбинском районе и шила там тоже на заказ. И, говорят, тоже очень хорошо шила. Она передала это своей дочери, моей маме. И вот моя мама тоже, она шила не профессионально, но вот нас обшивала. В советское время были же все одинаковые, да. Она, например, покупала 2 пальто, и из него делала мне одно. Например, вот комбинировала, да, что-то. И я была очень модной девочкой. Поэтому, чувство
такого чувства красоты, чувства индивидуальности во мне было с детства. Меня восхищает то, что я результат получаю почти мгновенно. То есть я что-то делаю, и сразу прямо на глазах вот так вот все вырастает. И уже как удовлетворение, восхищение, что неужели это сделала я? Самое сложное для меня сделать выкройку и раскроить. Я не знаю, почему это самое сложное, но всегда это во мне вызывает бурю, скажем так, негодования. В общем, я на этом этапе всегда торможу и как можно дольше оттягиваю этот момент. Когда делаешь качественно и с душой, человек, который у тебя заказывал, он обязательно возвращается и рекомендует другим. Большую роль играет качество работы и человеческое отношение. Я, например, своих клиентов, многих прям помню по именам. Если они, например, обращаются ко мне второй раз, я уже их вспоминаю, да, и уже кому не будет приятно, да, когда ты вот обращаешься и тебя уже помнят, к тебе обращаются по имени. Мне кажется, вот бабушка передала мне вот свой талант, да, и мне кажется, если бы она была жива, она была бы очень рада тому, что я вот занимаюсь этим ремеслом. Ну а теперь предлагаем вам воодушевиться успехами, о которых мы уже рассказали. Мысленно подняться чуть выше, вспомнить свою самую важную вершину, ту цель, которую вы достигли, или ту, которой вы только идете. Ну и сконцентрироваться, конечно же, на ней. Ведь сегодня отмечается День покорения вершин. Речь не только о горных пиках, да, но и о жизненных высотах, профессиональных, творческих, личных, неважно, главное, что это была ваша вершина, к которой вы стремитесь. И этот праздник напоминает, что каждая победа, даже самая маленькая, делает нас сильнее. Так что желаем вам покорять каждую вершину, о которой вы думаете. Ну а далее узнаем, какими еще праздниками и датами знаменателен сегодняшний день. На календаре 16 декабря. Сегодня отмечают День покорения вершин. По народному календарю Иван Молчальник. На Руси на Ивана полагалось как можно меньше говорить и даже писать. Вообще слова без лишней необходимости в этот день старались не употреблять. Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет. С утра желательно было тихо постоять перед иконой Иоанна Молчальника, помолиться про себя, осмыслить свои поступки и помыслы. Люди верили, что молчание в этот день не только избавит от невзгод, но и привлечет к человеку удачу. Этот день в истории. 1899. Основан футбольный клуб «Милан». 1931. Цыганский театр-студия «Ромен» получил статус профессионального театра. В 1946 году Кристиан Диор открыл в Париже модный дом. В 1947 создан первый в мире биполярный транзистор. В этот день родились Людвиг ван Бетховен, немецкий композитор, пианист, дирижер. Василий Кандинский, русский живописец, один из основоположников абстракционизма. Галина Бениславская, советская журналистка, друг и литературный секретарь Сергея Есенина. Родион Щедрин, советский и российский композитор, пианист, педагог, народный артист СССР. Светлана Дружинина, советская и российская актриса, режиссер, сценарист, народная артистка России. Бенни Андерсон, шведский композитор, музыкант, продюсер, участник группы «Абба». Юрий Николаев, советский и российский телеведущий, актер, народный артист России. Анфиса Резцова, советская и российская биатлонистка и лыжница, трехкратная олимпийская чемпионка. Анна Седокова, певица. Именины отмечают Сава, Николай, Андрей, Иван, Георгий. Но мы продолжаем на... Ну, а мы продолжаем наш предновогодний марафон, и каждый день мы открываем новую ячейку нашего адвент-календаря, приближаясь к празднику. И сегодня у нас особенный день, 16-е окошко. Да, почему особенно, сейчас узнаете. Потому что вот может быть увлекательнее, чем, в принципе, открывать готовый календарь? Конечно же, создать
свой. Свой адвент-календарь не просто счетчик дней, а такая персональная история ожидания, наполненная сюрпризами для близких или маленькими радостями для себя. И сегодня мы покажем, как легко и бюджетно сделать свой адвент-календарь своими руками из подручных материалов. Вдохновляемся и готовимся к волшебству вместе. Доброе утро! Вот и наступила долгожданная волшебная пора – новогодние праздники. Сегодня в рубрике «Семейные дела» мы поговорим о таком интересном занятии, как создание адвент-календаря. Вариаций адвент-календаря может быть очень много, на любую фантазию. Я решила сделать такой вот интересный в форме елочки. Основа нашего адвент-календаря – это обычный картон. Я вырезала из коробки простой, такой вот в форме елочки. Она может быть любой, то есть можно звездочку, можно шарик, все что угодно на ваше усмотрение. Основа любого адвент-календаря – это ячейки, в которые мы складываем различные задания. В качестве ячеек я выбрала стаканчики, обычные бумажные стаканчики. И сейчас наша задача прикрепить их к основе. Наша клейкая основа готова. Теперь нам остается только приклеить наши стаканчики в количестве 31 штука, потому что в декабре 31 день. Для того, чтобы укрепить основу нашей конструкции, можно с помощью клейкой ленты, с помощью малярного скотча укрепить эту конструкцию. В каждую ячейку нужно положить вот такие вот задания. Задания вы можете придумать всей семьей, вместе с бабушками, дедушками, или, как я сделала, просто взять с интернета готовые задания. Задания могут быть разные. Например, нарисовать зимний пейзаж, украсить елочку, слепить снеговика. То есть то, что связано с новогодними праздниками, и то, что будет доставлять удовольствие всей семье. Например, устроить чаепитие при свечах. Очень здорово, я думаю, что детям понравится. Сделать ледяной фонарь. Сделать елочки в разных тематиках. Сделать семейную фотографию. За выполнение заданий дети получают вознаграждение. В моем случае я решила, что это будут сладости. И также мы их распределяем по ячейкам. Например, это может быть сладкий леденец, шоколадное яйцо, различные конфеты, дрожжи, шоколадные конфеты. Теперь все наши ячейки нужно закрыть крышечками, которые мы подготовили с помощью бумажного клея. Обязательное условие – это наши ячейки, они должны быть пронумерованы, чтобы дети каждый день открывали по одной ячейке. Легко открывать. Теперь нужно оформить наш адвент-календарь вот по краям. Возьмем такую вот ткань, выглядит как мешковина. Я ее купила в обычном канцелярском магазине. Адвент-календарь – это не только приятное развлечение для ребенка. С помощью адвент-календаря можно укрепить семейные ценности, благодаря тому, какие задания вы будете выполнять. Ну а также, открывая по одной ячейке в день, ребенок учится терпению и дисциплине. Спешите создать адвент-календарь своими руками. Ну, отличная идея, причем вот ты видишь, как стаканчики взял, наклейки, бумагу, клей. Собственно, ничего сложного в этом нет, но единственное, что надо, нужно время, потому что достаточно кропотливая работа, вот сидеть все это дело вырезать, потом складывать, склеивать. Но в принципе, кстати говоря, вот говорят, что адвент-календарь нужно делать с 1 декабря по 31, на самом деле нет. Можно и с 15, и с 16. Ну, нередки случаи, когда мы видим в разных соцсетях
соцсетях ролики, когда просто сейчас же адвент-календари, они модны везде, во всем и где только можно, которые просто открываются за один день, за один присест все ячейки. Но тут все-таки говорится больше про такой семейный, то есть он все-таки какой-то направленный, да, на вот какую-то, в том числе дисциплину, да, прививание дисциплины детям, поэтому его, наверное, все-таки там как бы нужно открывать по одной ячейке каждый день. Терпение. Тем более, учитывая, сколько там сладкого, представьте, ребенок все это за один день получит. Это ни к чему хорошему, скорее всего, не приведет. Ну и какой же Новый год у нас без красивого нарядного стола? Именно он становится главной сценой для нашего праздника. Местом, где горят свечи, сверкают бокалы, пахнут мандарины и собирается самое дорогое, что есть, это семья, друзья. Ну и, конечно, вот эта атмосфера разговоров и загадывание желаний. И все это про счастливое будущее. Сжигание бумажки в бокал, ну... Тем не менее, как превратить повседневную сервировку в праздничное чудо, которое порадует глаз и создаст особое настроение? Секреты идеальной новогодней сервировки в нашем следующем сюжете. Доброе утро! Поздравляю вас с наступающими новогодними праздниками. И как раз мы сегодня говорим о сервировке новогоднего стола. Для начала мы определяемся, сколько у нас будет гостей. Затем мы выбираем стол нужного размера. На человека ориентировочно берете 50 сантиметров в длину стола. Затем подбираем столовое белье, скатерть, дорожка, салфетка. Они могут быть разной текстуры, из разного материала. Желательно, чтобы выделить 2-3 оттенка. В нашем случае мы используем белую скатерть универсальную и подбираем глубокие тона зеленого цвета, дорожка. Здесь у нас текстура бархат и салфетка белого цвета в тон скатерти. При выборе салфеток обращайте внимание на размер салфетки. Это может быть от 30 сантиметров до 50 сантиметров. И очень хорошо спасает кольцо для тех, кто не умеет складывать салфетки. Подбираем столовую посуду. Это тарелки. Тарелка для подачи основного блюда, тарелка для подачи закусок. И в данном случае у нас тарелка для подачи основного блюда будет как сервировочная использоваться. И на нее мы ставим сверху более мелкого, маленького размера тарелку. В данном случае это пирожковая тарелка, и мы ее используем как закусочную. При выборе приборов нужно учитывать цветовую гамму вашего стола. Можно выбрать матовое золото, можно выбрать нержавеющую сталь, также серебряные приборы. Когда мы сервируем стол приборами, обращаем внимание: нож справа от тарелки, лезвием к тарелке, 2 пальца от края стола. Вилка зубьями вверх с левой стороны от тарелки и также 2 пальца от края стола. После выбора столовой посуды, приборов, мы выбираем стекло, то есть стеклянную посуду. Стеклянная посуда используется для бокал для шампанского, бокал для красного вина, бокал для воды и рюмка для крепких напитков. Когда мы выбираем посуду, нужно нам определиться с меню. И когда мы репетируем, сначала сервируем стол на количество гостей и далее ставим посуду, в которой будем подавать наши блюда. Таким образом мы распределяем зону и какое количество блюд нам необходимо. В нашем случае на новогодний стол мы будем ставить салат на глубокой салатнице, ваза для фруктов, овальное блюдо для мясной нарезки, салат, второй салат для маленький салатник. Основное блюдо мы ставим на венок. Третий вид салата на среднем салатнике. И строганина либо индигирка у нас на овальном блюде. Десерт можно подать оригинально в такой посуде. Не забываем про декор и аксессуары.
канделябр со свечками, елочные композиции, символ года – лошадь, парные желательно. Также символ года в виде колокольчика. Для персонализации наших гостей мы можем им сделать подарки, маленькие сувенирки, такие как елочные игрушки, либо пряничные печеньки. И можем ставить их на тарелку. Сервируем набор соли и перца и ставим в салфетницу. Также вы можете удивить своих гостей, используя посуду в виде символа года. Обратите внимание, символ года – лошадь, и в этой посуде можно подать выпечку, конфеты, кондитерские изделия, также мясные изделия. С наступающим Новым годом! Ну а после вдохновения для праздничного стола предлагаем переместиться в мир, где главное украшение не скатерть, а сюжет, и где сервируют не блюда, а эмоции. Сегодня на книжной полке роман «Серебристая бухта». Это история, где переплетаются тайны, чувства и море. То спокойное, то бушующее, как и жизнь героев. Идеальное чтение для долгих зимних вечеров, когда за окном мороз, а в руках чашка горячего чая и книга, которая не отпускает до последней страницы. Доброе утро! Сегодня в рубрике «Книжная полка» хочу поделиться этой легкой семейной историей «Серебристая бухта» от Джоджо Моэс. Вероятнее всего, это одна из тех историй, что, будучи экранизированными, всегда превращается в такой хороший, добротный фильм, который и с детьми, и в компании друзей приятно посмотреть уютным зимним вечером. Но эта книга не экранизирована, это просто мои фантазии. Джоджо Моэс в своих книгах, в своих романах пишет о простых людях, живущих с нами по соседству, со своими радостями, горестями, тайными страстями, то, что нам понятно и близко. «Серебристая бухта» — это отель в Австралии, куда съезжаются туристы, ищущие спокойствия и уютной обстановки. И те, кто хочет поглазеть на китов и дельфинов в своей естественной среде обитания. Туристам их показывают во время выхода в море на лодках. Такая спокойная, размеренная, тихая, уютная жизнь устраивает всех обитателей бухты. Они по-настоящему любят китов, дельфинов и свою работу. Но это спокойствие нарушает приезд Майка Дормера, который желает рядом с этой бухтой построить большой красивый отель, который будет пользоваться еще большим успехом, чем эта самая бухта. Но Майк Дормер не мог предусмотреть того, что на его пути встанет Лиза Маккален. И, конечно же, у него не было и в мыслях, что в его сердце возникнет, вспыхнет большая красивая любовь. Поклонники Джоджо Моэс знают, что самое волнующее, интригующее и интересное автор показывает во второй части романа. И эта книга не стала исключением. В общем, я с большой радостью рекомендую вам эту книгу. Это такая легкая, красивая, чистая история, читая которую отдыхайте душой. Приятного чтения! От бодрых и интересных историй, которые описываются на страницах разных произведений, завораживают нас, затягивают в невероятное приключение, мы переходим к бодрости и точности своих собственных движений, которая поможет нам ясно мыслить, уверенно говорить весь день, потому что нас ждет энергичная, но доступная для всех утренняя зарядка. Особенно сейчас зарядка важна и нужна, потому что очень сложно просыпаться в такие морозы, да, когда за окном не видно ничего, и настроение автоматически, как-то немножечко уныло становится. Уныло становится. Да. Поэтому что как не зарядка может не только взбодрить, но еще и приподнять настроение. Поэтому встаем и повторяем вместе с нами. Доброе утро, Якутск! С вами я, тренер Мария Варламова. И с вами у нас сегодня упражнение с акцентом на руки. Берем бутылочки, либо у кого есть гантельки, берем гантельки. Ноги на ширине плеч, коленки чуть-чуть согнуты. И у нас подъем на бицепс.
На выдохе поднимаем, на вдохе опускаем. Вдох через нос, выдох через рот. Локти стараемся полностью не выпрямлять. По 10 раз, по 2 подхода. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Во время отдыха бежим. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И второй подход. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Следующее у нас второе упражнение. Жим на трицепс, то есть на заднюю часть руки. Ноги на ширине плеч, коленки согнули. Поясницу держим, спина прямая. Локти стараемся полностью не выпрямлять. Внизу вдох и наверху выдох. То же самое по 10 раз, 2 подхода. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Побежали. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Второй подход. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Молодцы. Следующий у нас жим на плечи. Ноги на ширине плеч, коленки согнуты, локти в стороны. Наверху полностью не выпрямляем локти, касаемся бутылочками. Вдох и выдох. Начали. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Побежали. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Второй подход. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. После каждой тренировки обязательно делаем растяжку. Тянем за пальцы рук, растягиваем бицепс. Раз, 2, 3, 4, 5. Поменяли руку. Раз, 2, 3, 4, 5. Руки за голову тянем на трицепс. Раз, 2, 3, 4, 5. Поменяли. Раз, 2, 3, 4, 5. Руку взяли к себе и растягиваем плечи без рывков. Раз, 2, 3, 4, 5. Поменяли. Раз, 2, 3, 4, 5. Сделали глубокий вдох. Выдох. Еще раз вдох. И выдох. С вами была я, тренер Мария Варламова. Всем хорошего дня и пока-пока. Ну, я думаю, многие сейчас смогли повторить такие несложные упражнения, и, возможно, кто-то именно благодаря такой утренней зарядке проснулся и, так сказать, воодушевился этой энергией и утренним прекрасным настроением. Ну, кстати, помните, да, что сегодня день покорения вершин, поэтому лишняя бодрость не помешает. А самое интересное, что всегда можно же какие-то подручные средства использовать. Вместо гантелей бутылочки с водой. Вчера нам показывали, что можно делать при помощи швабры, да, как тоже ее использовать для своих разминок. Поэтому, как говорится, было бы желание, а возможности они всегда найдутся. Поэтому пусть такая фраза тоже будет напутствовать вам в сегодняшнем дне покорения вершин. Ну а далее наши коллеги из информационной службы расскажут о последних новостях. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире.
Предновогодний подарок ожидает пенсионеров, отпраздновавших 80-летний юбилей. С декабря они начнут получать двойную фиксированную выплату в размере 17 815 рублей. Такие цифры приводит член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Надбавка распространяется только на получателей страховой пенсии, и для ее получения не нужно подавать заявление. Кроме того, в связи с новогодними выходными ряд граждан получат сразу 2 страховые пенсии. Первую перечислят в начале месяца, вторая ждать в конце. Правительство страны одобрило новые льготы для вдов участников специальной военной операции. Теперь они смогут поступать по квоте на бесплатные места в техникумы, колледжи и университеты. Документ будет доработан с учетом указанных замечаний. Так, необходимо четко определить критерии категории граждан, которые смогут воспользоваться этим правом. В правительстве заявили, закон не будет требовать дополнительных бюджетных средств. При этом право на квотное поступление также распространяется и на детей участников СВО. Для военных корреспондентов предлагают установить статус ветерана военной журналистики и предусмотреть меры соцподдержки, включая компенсацию расходов на оплату жилья и внеочередное оказание медицинской помощи. Такой законопроект внесли в Госдуму накануне. Этот статус будет присуждаться корреспондентам, операторам, фотографам, редакторам и продюсерам российских СМИ, которые регулярно работают в зоне проведения спецоперации. Инициатива также предусматривает установление для этой категории таких поддерживающих мер, как пенсионное обеспечение, медицинская помощь, содействие в решении жилищных вопросов, а также предоставление соответствующих гарантий членам семей журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. Ровно середина декабря. Это значит, что семьи активно приступили к нарядам неотъемлемого атрибута новогоднего года в своих домах. Если вы ценитель натурального хвойного аромата и экологической чистоты, то покупка местной сосны – лучший выбор. В продаже Якут лесресурса сосны с Вилюйского тракта размера от 1,5 метров и выше, цены от 7700 до 2300 рублей. Адрес предприятия – Кеш Алексеева, 9/1. Сначала надо занести домой или в теплое место, там, в гараж. 2-3 часа, чтобы она распустилась. Она сама хорошо распускается. После этого можно, она становится эластичной, вот эти ветки можно поправить. И уже можно поставить там, где присутствует вода обязательно. То есть ведро с водой, с песком, там, с тряпками. У нас будет утилизация с 12 января. Временный пункт. Прямо около нашей базы. В Мельницком районе стало доброй традицией провожать уходящий год, отмечая спортивные достижения. Бал чемпионов этого года вновь собрал вместе спортсменов, прославляющих город, район на республиканском и российском уровнях. Торжественный вечер стал площадкой для признания заслуг тех, кто своим трудом и талантом поднимает престиж района на спортивной арене. Сегодня награждали детей за соревнования спортивные якутяне. Одна девочка у меня стала чемпионкой на этих соревнованиях, один мальчишка стал 3-м. Очень радует. Девочка не смогла приехать. Были еще в этом году серьезные успехи на 3 всероссийских турнирах. 2 первых, 1 3-е место. Выступили, я считаю, что нормально, достойно. Дети молодцы, стараются, идем вперед. На месте не стоим. На этом все. Хорошего дня. Оставайтесь на нашем телеканале. Доброе утро всем, кто только-только проснулся и включил свои телевизоры. И мы продолжаем наполнять ваше утро яркими красками и интересными историями. Да, вы наверняка видели масштабные, завораживающие рисунки на стенах домов в Якутске. Это целые истории, рассказанные краской. И многие из вас бывали в Национальном художественном музее, где хранится душа и история Якутии в картинах. А знаете ли вы, что очень часто за этими такими разными проявлениями искусства стоят одни и те же люди, наши художники? Один из таких удивительных мастеров сегодня пришел к нам в гости. И у нас в студии Наталья Христофорова, художник-график, член Союза художников и заведующий филиалом Национального художественного музея. Доброе утро. Доброе утро. Раз мы вот про этот контраст уже сказали, да, вы как бы и хранитель вроде бы и классического искусства, и в то же время создатель такого смелого уличного. Как удается переключаться между этими двумя, ну, может быть, конечно, не абсолютно разными, тем не менее отличающимися стилями? Так, ну я хочу сказать, что художник – это профессия достаточно интересная. Художник, вообще профессия, она сама многогранная. То есть художник должен постоянно
экспериментировать, то есть пробовать себя в новых материалах. Например, да? Если я живописец, я не только должна заниматься живописью, да? Например, я вчера пробовала себя в ледовой скульптуре. Да, как раз, да. Хочу, пользуясь случаем, поблагодарить своих друзей, которые решили мне помочь в создании произведения по мотиву Афанасия Николаевича Осипова, как раз по вопросу, да, классическое и современное уличное. По произведению Афанасия Николаевича Осипова «Коневоды. Белые ночи» к грядущему году лошади. Да. И где мы можем увидеть эту скульптуру? На пересечении улиц Хабара, Богатырева, Губинского округа. Вот так. Надо будет обязательно посмотреть, что же получилось. Я уверена, что, наверное, очень красиво, правильно? Очень красиво. Очень красиво, хорошо. Но давайте поговорим все-таки о таком интересном искусстве, как муралы, да? Мало кто знает вообще, что означает это слово, да? На самом деле вот эти красивые картины на стенах домов, многоэтажных домов, да, это и есть муралы, да. Вот расскажите, как рождается вообще вот такая идея, но это ведь действительно очень тяжелая такая объемная работа. Как реализуется в том числе? Да, это достаточно трудоемкая работа. Здесь, конечно же, в первую очередь исходит от выбора темы, работы с заказчиком, да, и как бы и все дело идет, то есть идет расчет территории, расчет материала и нанесение. Самая сложная, трудная часть росписи, да, нанесение масштабного изображения на стену. И уже только силой духа и трудом, да, достигается вот такой результат, да. Ну, не только силой духа, потому что все-таки это же и физическая работа, потому что высота, погода, все это может повлиять. И вот можете тогда на основе этого, да, вспомнить, наверное, может быть, самый сложный или, наоборот, там, самый какой-то забавный случай, когда вот работа именно с муралом была? Давайте начнем с хорошего. Самое хорошее это было у меня в этом году в городе Алекма. То есть я рисовала и вообще ничего не говорила своему манипуляторщику. Это полный тандем с манипуляторщиком. То есть бывает, да, проблема, что человек не слышит, машина гудит, ветер, шум, ну, посторонние шумы, да, и приходится, ну, как сказать... Отвлекаться. Ну, орать, да, налево, направо. А тут человек следит, и куда идет рука художника, туда он и идет. А самое такое неудобное было, это когда на необработанном грунте ставить леса. То есть это очень, во-первых, опасно, и, во-вторых, ну, трудно вообще сбираться, ставить его. А можно ли сказать, что у художника есть какая-то очень любимая работа? Вот самый любимый мурал у вас какой? Одним из моих самых любимых, я бы хотела сказать, находится на пляже на 202-м города Якутска, потому что там я работала, ну, как сказать, ну, как более творческая, как художник, да, то есть мне давали волю, меня слушались и так далее. Это очень много зависит, да. То есть там вы проявили все свое творчество? Там я проявила все свое творчество, да, изобразила свою родную деревню, можно сказать. И, ну как, и все само собой получается. Вот, наверное, вопрос будет интересный для тех, кто рисует, да, кто сам занимается художественной, да, работой, изобразительным искусством. Что бы вы посоветовали начинающим, может быть, художникам, которые хотят начать создавать муралы, да, как первый шаг сделать, куда обратиться, каких ошибок не допускать в самом начале пути? Так, ну тут я, скорее всего, посоветую, потому что необходимо, нужно любить свою профессию художника. Тогда, если любишь свое дело, свою профессию, то тогда все двери открываются, и все происходит само собой. Нужные люди сами к тебе потянутся. Ну и вот все очень важно это делать, любить. Ну, давайте заглянем в ваш музейный мир, да, помимо муралов все-таки у вас есть еще и основная работа, да, это вот все-таки работа в музее, да. Может быть, есть что-то вот то, что действительно ценно для вас, да, может быть, определенный какой-то художник, может быть, какие-то работы, да. Вот если есть такое, то расскажите, почему. Ну, я работаю в Национальном художественном музее Республики Саха-Якутия, заведую его филиалом.
картинная галерея академика Афанасия Николаевича Осипова. И в первую очередь я болею за свою галерею, пропагандирую творчество Афанасия Николаевича Осипова. И, конечно же, он является кумиром, да, классик, потому что все основывается на классике, все основывается на академической школе, во-первых, да, если вот к предыдущему вопросу, да, еще может быть такой совет, если начинать развиваться как художник, это обязательно нужно начинать с академизма, то есть с базы, а там дальше уже идет творчество. Но если мы вернемся вновь к вашей галерее, да, на что должен обратить внимание ваш зритель, если он вдруг попадает впервые? Ну, в нашей галерее представлена вся творческая жизнь Афанасия Николаевича Осипова, народного художника СССР. Самая главная фишка Афанасия Николаевича, ну, я так считаю, это его гала, космические радужки вокруг Солнца. У нас представлены такие работы не только в галерее, но и в музее. То есть это вот, так сказать, изюминка, на что нужно обратить внимание? Это изюминка, да. И у Афанасия Николаевича он изображает всю красоту, всю прелесть республики Саха-Якутия. Ну, спасибо вам большое. Мы вам желаем еще больше классных работ, еще больше вдохновения, самое главное, конечно, и ценителей вашего творчества в первую очередь. Ну, а вам, дорогие зрители, желаем, конечно, отличного дня на сегодня. Таким был наш эфир. Увидимся завтра в 7:00 на телеканале Якутия-24. Просыпаемся. Всего вам самого хорошего на этот удачный день.